Добрый день, дорогие телезрители! С вами передача «Мы вам покажем». И сегодня мы в гостях у талантливейшего дизайнера украшений, руководителя школы «Магия бисера» Анжелы Токаревой. Анжела, здравствуйте! Здравствуйте, Надежда, дорогие зрители! Анжела, что мы сегодня покажем нашим телезрителям? А мы сегодня будем делать вот такую очень модную тему, такой аксессуар, как сатуар с якутскими деталями. Очень актуально, да, сейчас это украшение? Я слышала, что многие звезды начали использовать активно. Да, на самом деле вот эта красота, такие вот аксессуары, они из прошлого года плавно перетекли в 2025. И на самом деле вот такие украшения, да, они сейчас очень модная тема. Это вот украшения на гаджеты, да, это украшения для вот тоже тела, для рук, для ног. Они очень-очень модные. И сейчас такие подвесы можно вешать на сумку, на телефоны, на брюки, на пояс, в общем, на все. И самое классное, оно создается очень быстро. Нужны вот только материалы и вот такие вот инструменты. Отлично, давайте попробуем. Давайте начнем. Итак, сатуар мы будем делать из ювелирного троса. Это вот такой трос, который очень крепкий. Это не нитка, которая, возможно, порвется и так далее. Она очень крепкая. Вот, нам нужно будет вот этот вот трос, нам нужны будут карабины, бусины разных размеров. Это называется вот пин, кольцо и вот такие вот бубенчики. Вот, для нашего вот этого вот детали. Мило, Ага, да? Да. Мы в наш аксессуар, да, в наш сатуар добавим якутскую тематику. И делаем вот такие вот висюльки. Якутская тематика как никогда актуальна. Да, Да, это вот очень модно. И с каждым годом именно вот якутская тематика, она набирает тренд. И с каждым годом оно становится настолько популярным, что захватывает буквально всех. И это очень круто. Итак, из инструментов нам понадобится вот такие вот плоскогубцы. Это называется круглогубцы. Это плоскогубцы и это бокорез. И с помощью них мы будем сейчас создавать красоту. Итак, берем наш ювелирный трос, вот он, и нам понадобятся кремпы. Они такие маленькие, как будто они маленькие бисеринки. Маленькие бисеринки выглядят так. Вот их берем. Это кремпы. Да, это называется кремпы. Берем наш карабин и нанизываем сюда наш кремп. Достаточно 2 штук. Так, нанизываем. Ой, и такое тоже бывает. Берем 2 штуки. Теперь кончик нашего троса мы выводим в наш карабин. И потом, смотрите, ювелирным тросом мы должны поймать вот эти кремпы. Потом мы их будем зажимать. Так, вот так. Моторика нужна. Да, моторика нужна. Вот мы его вдели и потом спустили. Спускать можно, на самом деле, можно и плоскогубцами. Вот так. Спустили, вот так. Помочь. И теперь зажали. Вот один зажали. Вот у нас как будто бы сплющился, да? Потом второй спускаем, и точно так же мы его вот так вот зажимаем. Зафиксировали. Да. И это очень крепко на самом деле, и она будет очень хорошо держать наш трос. И теперь можно спокойно нанизывать наши бусинки. Итак, из бусинок нам понадобятся вот такие большие, это вот диаметром 18 миллиметров. Это 14 миллиметров, 12 миллиметров и 8 миллиметров. Мы потом их будем чередовать бисером номер 6. Это тоже достаточно такой большой бисер. И так начнем. Вначале берем бисер. Вот так. Потом берем самую большую бусинку и нанизываем. И так вот чередуем. Итак, в нашем
образцы. Так, берем вначале 3 больших. Мгм. Так, так. И... Мгм. Так, все. Вот так вот продолжаем делать. Нанизываем. Получается, по принципу бус мы нанизываем бусины. Мгм. Ну, очень красивые бусины. Да, вот. Все И у в нас- стилистике жемчуга, да? Да, и у нас всегда в результате получится вот так вот. Это вот получается от большого мы уменьшаем размер, и получается у нас вот потихонечку она уменьшается. И за счет того, что она вот так вот, она дает объем. И визуально очень красиво смотрится. Мгм. Вот так вот. Так, берем трос и вот так вот начинаем нанизывать. Ага. Главное, вот этот хвостик надо спрятать. Это очень важно. Для этого мы берем и засовываем вот сюда, потом вот так. И наш хвостик не будет выходить. Вот. Да, когда он уже спрятан, Да, когда он уже спрятан. он там зафиксируется и будет. Мгм. Да, верно. И вот таким вот образом мы начинаем нанизывать все. Берем бисер, и размер у нас теперь уменьшается. Мгм. Мгм. Вот так получается у нас. Мгм. Вот так вот у нас получается. Очень красиво. Ну что у нас, Анжелика, что у нас получилось? Вот первый этап мы... Ага, вот, Вот смотрите. такое, У нас да? сатуар, да, уже мы его завершаем, да, все бусинки мы, получается, вот нанизали. Нанизали. Ага. И теперь в конце, чтобы у нас был объем, мы должны добавить большие бусинки. Мгм. Итак, потихонечку у нас размер увеличивается. То есть это получается как соединяется, да, и внизу у нас будут крупные бусины. Да, совершенно Поняла, верно. поняла. И потом уже мы начнем делать детали с помощью наших инструментов. Надежда, вы знаете, мы сейчас живем такое хорошее время, да, когда социальные сети, когда можно обучаться онлайн. И вот, к примеру, вы, да, и ваша передача, мы вам покажем. На самом деле, откуда бы наши зрители знали бы про нас, про мастеров, да? Вы как проводники, которые знакомят наших зрителей вот с нами. Такую классную работу на самом деле делаете, прям. Спасибо. Ой, вы знаете, я не могу с вами не согласиться, да, действительно, у нас было столько замечательных мастеров на передаче, и было бы странно, да, не показать их, то есть действительно людям интересно, у нас прекрасные мастера, и хотелось бы, да, чтобы о них узнали. Да, знакомитесь с миром, нас. Спасибо вам за это большое. Итак, идем дальше, да? Итак, получается, у нас сатуар полностью готов. Мгм. И теперь мы его завершаем, и сейчас у нас предстоит работа с кремтами. Мы также берем 2. И вот смотрите, у нас на самом деле бусинки, отверстие у него очень вот такое большое достаточно, да? Давайте покажем нашим зрителям. Ага, вот так, да? И чтобы наши кремпы туда не упали, мы именно вот бисер используем для этого. Как заглушка работает, да? Да, верно, как заглушка. Вот 2 кремпа, получается, мы опустили. Потом берем наш карабин, выводим через него ювелирный трос. Вот он, да? И теперь этот трос мы должны... Сейчас. Вот через вот карабин, через кремпы, бисер, бусы мы должны вдеть вот весь оставшийся ювелирный трос. Так. Через бисер, бусинки и вот так вот. Ну, то есть мы остаток прячем, как Да. было в начале. Ага, вот. И теперь начинаем мы его вот так вот подтягивать. Тянем, тянем.
до конца наше украшение должно быть очень аккуратным, красивым, потому что такие украшения мы создаем для себя, для близких, возможно, для продажи, поэтому оно у нас должно быть максимально аккуратным и красивым. Итак, теперь берем плоскогубцы и начинаем вот так вот зажимать. Немножко оно у нас вот сплющивается. И вот так вот. Ага. Потом вот хвостик, который у нас остался, мы его просто берем и вот так вот отрезаем. Максимально близко к бусине, чтобы не было видно у нас ни хвостиков. Да. Вот такая вот у нас красота в результате получается. Вот. Смотрите. А так, вот этот нежно хвостик блестит. Да, вот этот хвостик тоже отрезаем, чтобы он у нас всю нашу красоту не портил. Все. И это на самом деле очень крепко, надежно. Можно использовать как ремешок для вот телефона, да? Вот, например, здесь вот. Да. Закрепили и На вот сумку получаем. можно, Да. наверное, повесить, да, красиво. Стилизовать сумки. Да. Теперь мы приступаем к нашим деталям. Так, вот у нас образец. Вот. Начинаем его стилизовать по-якутски. Какая красота. Очень красиво. Итак, для этого что нам понадобится? Нам нужны будут вот такие детали, вот такие бубенчики. Слышите, да, Надежда, как оно звучит? Ага. На самом деле якуты носят именно такие украшения, которые именно вот бубенчики, колокольчики носят, потому что они тем самым оберегают своим звуком. Если посмотреть вот в музеях, да, вот наши старинные украшения якутские, там обязательно есть вот такие вот бубенчики. Да. Такие. И сейчас мы начнем создавать вот такую вот деталь. Если обратите внимание, у меня вот сережка такая же, да, видите, да? Да, похоже. И вот такие вот детали можно абсолютно использовать везде. Можно вот, например, колье делать, да, серьги, вот такие вот подвесы делать на сумку, на все что угодно. В общем, фантазия только нужна и все. Итак, из инструментов нам понадобятся плоскогубцы. Желательно их иметь две, потому что ногти, руки мы всегда бережем, и удобнее всего вот именно при работе с кольцами, с фурнитурой иметь две плоскогубцы, круглогубцы и бокорез. Итак, берем так в начале пин. Это называется пин. Ага. Она вот такая вот. И в него мы сейчас вначале оденем бубенчик. Как видите, тут есть петля. Мы его немножко вот так вот раздвигаем с помощью круглогубцев и одеваем туда бубенчик вот такой. И должны его закрыть. Вот он, да? И теперь с помощью плоскогубцев мы закрываем. Вот так. Ой, так. Закрыли. И теперь начинаем мы сюда нанизывать наши бусинки. И в этот раз мы уже будем использовать блестящие бусинки, да, они вот такие, это называется рондели. Рондели. Они прям блестят, очень красиво переливаются. Это да. И еще мы будем делать форму вот такую. Обратите внимание, тут, видите, посередине мы маленьких нанизали 5 штук, да, потом идет 3, потом 1, и таким образом, да, мы немножко как бы сокращаем. Итак, берем вначале бусинку, она у нас идет 8 миллиметров, извините, вначале берем рондель 8 миллиметров, смотри, какой он красивый, прям очень. Такой матовый. Сверкает. Ага. Потом берем бусинки 8 миллиметров и берем бисер 6 миллиметров. Так, тоже нанизываем. И сейчас пришла пора уже тоже очень красивых вот таких вот матовых хрустальных бусинок. Размер его идет 4 миллиметра. Тоже его начинаем сейчас нанизывать. Вот так.
Вот такие красивые минималистичные оттенки нам позволяют украшения потом использовать, может, даже в каких-то повседневных луках, да? Да, на самом деле, да. Вот этот сатуар, его можно стилизовать хоть как на самом деле. Его можно одевать как бусы, как вот так, да, через плечо. Очень классно смотрится с пиджаком, с деловым костюмом. Можно одеть как браслет, да. Можно вот, как на телефон я говорила, на сумку можно. В общем, стилизовать можно бесконечно. Любой образ, да? Да, ага. Очень стильно и модно потом получается. С таким украшением вы точно будете в центре внимания. Итак, бисеринки, бусинки мы нанизали, и теперь нам нужно будет отрезать лишний хвостик. Для этого нам понадобится бокорез, вот он, примерно 1 сантиметр, ну где-то 1,2 миллиметра, наверное. Мы берем и отрезаем лишний вот хвостик. Все, отрезали. Потом этот момент я вам покажу намного детальнее и подробнее, потому что это очень важно. От этого зависит аккуратность нашего украшения. Итак, берем круглогубцы и немножко в сторону, вот так вот мы должны двинуть наш пин. Ага, вот так. И потом начинаем круглогубцами вот так вот закруглять. Вот так вот. Начинаем закруглять, и в результате у нас получается вот такая вот петля получается. Очень аккуратная петля. Так, и теперь эту петлю опять открываем и вдеваем его в нашу деталь. Вот. Ой, как хорошо, что сейчас начали делать вот такие вот разные материалы, да? Что сейчас у мастериц нет проблем с материалами, все продается, все в доступе. Вот бери и создавай, это очень круто на самом деле. Огромный выбор. Да, огромный выбор. На любой вкус и цвет. Да, верно. Вот. И вот такая вот у нас получается в результате красота, которую мы сейчас начнем уменьшать в эту сторону. И в эту Уже сторону. красиво. Осталось немножко, да, по бокам дополнить. Да, а Надежда, не хотите мне помочь? Я вам сейчас дам пины. Конечно, и я с удовольствием. одну сторону вы будете делать, а одну сторону я буду делать. Давайте. Вот. Итак, берем вот вам круглогубцы. Ага. Мы вначале должны открыть вот петельку. Ага, петельку вот так вот открываем. Ага, прям засовываете туда. Ага, круглогубцы. Ага. И потом одеваем на него бубенчик. Ага, и потом закрываем. Так, вот плоскогубцы, а я буду пользоваться этим. Ага. И потом уже начинаем по классике жанра. Вначале рондель 8 миллиметров. А вот закрыть непросто. Открыть петельку было попроще сейчас. Вы впервые работаете, да? Да. С такой фурнитурой? Да. Первый раз? С фурнитурой я, увы, не сталкивалась, да? Хотелось бы, но вот это сегодня мой первый раз. Ну как? Очень даже Вроде хорошо бы. для первого раза. Идем дальше. Теперь вот этот нанизываете, потом бусинку вот эту. Так. Так, теперь Вот бусинку. такая. Ага, бусинку. Теперь бисер номер 6. И теперь маленькие бусинки, вот эти 3 штуки нужно набрать. Вот эти. Так, так. Они так иногда вот один. Или можно вот так вот прям взять. Да, Вот мне сподручнее, да, вот так вот, потому что... Так быстрее будет, чем ловить. Да, а то иногда белое на белом, и тем более бусинка у нас такая прозрачная, да? Ага. Вот. Так, 3. Да, берем 3. Так. Это дырочка. Есть. Ага, все. Теперь берем бокорез, вот так, ага, примерно где-то 1 сантиметр. Вот, примерно вот так. 1 Ага. сантиметр. И начинаем вот бокорезом, да, по-другому его кусачки называют, откусываем лишнее. Вот, попробуйте. Вот так вот.
Примерно 1 сантиметр. Ну, где-то вот она, Чуть-чуть ниже. чуть ниже. Ага. Так, Еще чуть ниже. еще чуть Ага. ниже. Ух Чуть-чуть. ты. Вот А так. нет, теперь чуть повыше. Ага, вот, отлично. Все. Откусываем и держите, чтобы, да, молодец, круто. Так, теперь смотрите, берем круглогубцы. Ага, вот, тоже держим. Теперь немножко в сторону его, вот так получается, да? Проводим. И начинаем закруглять. Вот так. Это делаем только круглогубцами, верно? Да, Тогда это я- получается только круглогубцами. Ага. То есть у нас инструменты каждый под что-то определенный, Верно. Мгм. под действие. Ага, начинает так, немножко в сторону, да, правильно. Теперь начинаете закруглять. Так, вот с округлением. Ну вот, видите, с первого раза не всегда получается, но вот когда ты больше занимаешься, когда у тебя растет мастерство, с каждым разом все лучше и лучше получается. У меня бусинки побежали. Так, на самом деле создавать украшения – это прям как отдыхаешь. Мгм. Ставишь, например, Так. фоном любимый сериал. Да, очень даже хорошо. Немножко корявенько, но Зато я собой горжусь. первый раз, да, вот. Все очень даже для первого раза Отлично. хорошо получилось. Итак, теперь возьмите и немножко откройте и сюда повесьте. А я пока буду делать Чуть-чуть другие. приоткрываем. Ага. А я буду делать пока остальные. Ага. Вот так. Также нанизываем бусинки, бисер. Мгм. Так. Так, ну что, получается, правильно? Надо Да. только закрыть немного, да, обратно? Да. Можно использовать вот эти плоскогубцы. Давайте плоскогубцы лучше. Да, попробуйте. Очень даже хорошо получается. Спасибо. Мгм. И немножко мы Так, вот закрыла. сокращаем. Так. Вы знаете, я иногда использую прям свои ногти. Вот эти. Как хорошо, что у нас сейчас ногтевые мастера делают нам ногти такие крепкие, что иногда не нужно даже плоскогубцы. На самом деле. Да, действительно, вот мастера наши молодцы, что мы можем себе хотя бы позволить красивый маникюр, да ведь? Ага. Мгм. И можем не бояться его испортить иногда. Да, вот при работе с фурнитурой, да, ногти очень портятся на самом деле, но в любом случае всегда надо беречь руки, приобретать всегда необходимое. Когда создаешь украшения, это в первую очередь страдает спина, зрение, да, поэтому место рабочее должно быть обязательно удобным, освещение должно быть хорошее. Так, ну что у нас получилось вот такое, да? Мгм. Нам еще осталось, да? Мгм. Здесь по Одеть бокам? вот эти детали. Ага, и в результате у нас получится вот такая вот деталь, которую мы уже закрепим на нашем сатуаре. Ну, я думаю, зрителям принцип ясен, и мы можем даже перейти к этапу, к следующему, да? Давай. Хорошо. Итак, с деталями мы закончили, да? Теперь остается самое легкое. С помощью вот таких вот колец мы начнем сейчас закреплять наши детали. И сейчас я покажу очень важный такой момент, который многие не знают. Вот кольцо обычно как делают? Берут вот так вот, да, и начинают вот так вот раздвигать. А вот этого делать совершенно нельзя. А знаете, как по-правильному одевают кольцо? Вот, например, берем плоскогубцы, вот так его держим, и просто мы его вперед двигаем. Вот так. Просто вперед двигаем, она у нас открывается, получается, да? И теперь берем наш сатуар. Ну, так как здесь, получается, у нас бусинки большие,
надо сделать такой достаточно, такой большой. Ага. Сюда мы одеваем нашу деталь, вот она. И теперь вот сюда, получается, мы одели наше кольцо, да, вот у нас получается. Держим плоскогубцами и берем и просто закрываем. Так, вот так берем и просто возвращаем кольцо на место. Не надо его вот так вот раздвигать, потому что очень сложно потом возвращать его в исходное положение. Вот, вот и все. Вот так вот у нас получается. Очень красиво. Ну, на мой взгляд, как обывателя, да, все-таки сложно, надо приноровиться, да, с этими мелкой работой, мелкой моторикой. Но, конечно, когда приноровишься, вот такая красота, она... Да, просто на раз-два можно делать, щелкать. Ага. И в результате у нас потом получается вот такая вот красота. Прям очень нежно, актуально, модно и красиво. Такую красоту можно одевать абсолютно везде. Это вот повседневку можно, с деловым костюмом. Очень будет красиво смотреться с нашими якутскими платьями на Исыхе. Под любой образ можно красиво стилизовать, да, действительно. Ну что ж, Анжела, спасибо большое вам. Спасибо за то, что пригласили нас, показали, какую красоту можно сотворить собственными руками. Будем рады снова встретиться, еще учиться чему-то у вас. Ну и с вами была передача «Мы вам покажем». До новых встреч!